24 марта такое распоряжение подписал глава региона. Столицу портит строительный мусор, прибрежную зону, бытовые отходы. Прибрать все необходимо до 10 августа. Репортаж Руслана Албогачиева. Наболевшая проблема практически каждого населенного пункта страны – это мусор. Столица нашей республики с каждым днем становится все красивее. Но вот высокие горы грунта и строительного мусора портят пейзажи города. Экологи провели обход территорий, которые, согласно распоряжению главы региона, нужно очистить от несанкционированного скопления твердых бытовых отходов. На данный момент мы выехали на одну из точек, которая в этом распоряжении стоит, так называемая конец улицы Кулиевой. Вот это вот здесь производятся отвалы разными подрядными организациями, находящимися на территории города Магаз. Хотя вроде как мы слышали, что по условиям договора с администрацией города, они здесь должны были только верхний грунт почвы скидывать. Но как мы выехали, мы видим, что тут помимо грунта лежат все виды отходов строительных. Прибрежная зона реки Сунжа не менее зрелищна. Тут мусор и строительный, и бытовой. На место сразу же подтянули тяжелую технику. Сотрудники ЖКХ принялись за уборку. Правда, сделать это нужно было еще давно, ведь глава субъекта дал распоряжение еще 24 марта. А в администрации города, правда, считают, что эта санитарная чистка не в их компетенции. Если судить по данному мусорному свалку, это находится на территории строительного объекта, поэтому мы как бы не доглядели. Ну, не то, что доглядели, но это не в нашей компетенции убирать. Строительный мусор мы регулярно отслеживаем полностью по городу, стараемся не допускать. Вот. Это почему допустили? Это мы допустили, потому что это находится на территории строительного объекта. Это не наше, мы не обязаны убирать строительный объект. Ответственность от этого не снимается. В распоряжении написано черным по белому, что обеспечить выполнение работ по очистке территории поручено администрации. Получается, не успели. В процессе уборки появляется и тот самый застройщик. Это не мой мусор, но это не имеет значения. На новой территории находится это. Завтра за 2 дня я уберу все, что здесь находится. Это я вам обещаю. А почему раньше не убирали? Потому что никто мне не сказал убрать это. Поэтому она стояла и уберем. Убрать весь строительный мусор на своих участках застройщики Магаза должны будут до 10 августа. Ну а на тех, кто не успеет, Комитет по экологии и природным ресурсам обещает наложить штраф за несанкционированное хранение мусора и бытовых отходов. Руслан Албогачиев, Салумбек Каздоев. Новости 24. Проводимую работу по очистке территорий населенных пунктов и ликвидации мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов сегодня обсудили и на совещании под председательством зампреда Валерия Куксы. В заседании приняли участие также главы муниципалитетов и районов. Обо всем по порядку Магомед Асканов. На прошедшем совещании в администрации Назрановского района обсудили почти ли не самые важные вопросы, стоящие перед местными властями. Так, о ходе проведенных работ по очистке территории республики доложил представитель Комитета по экологии и природным ресурсам. Этим ведомством был подготовлен план санитарной очистки территорий населенных пунктов, в соответствии с которым ликвидировано 88 несанкционированных свалок, а 16 определены под временное размещение отходов. Зато с 1 июля текущего года неликвидированными по республике остаются 19 мусоросвалок. По словам Валерия Куксы, необходимо усилить работу в этом направлении. Основная ответственность за неисполнение этих поручений лежит на главах районов, городов и населенных пунктов. Мусороприемники должны быть, вот эти свалки так называемые, но они должны быть организованы, они должны быть окультурены. Ну и все жители республики, кому положено, они должны знать, что свалка находится именно там, а не где-то там посреди поля.